Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Узбекистан неожиданно закрыл границы со всеми соседями за неделю до встречи лидеров ШОС в Ташкенте. В самой узбекской столице перекопаны все центральные улицы, сносятся остановки, на зданиях спиливают балконы. В дни саммита гражданам запретят вход и въезд в центр города. Аномальная жара под 50 накрыла страны Центральной Азии. Особенно тяжело ее переносят в городах. В домах находиться невозможно, на улице еще жарче. В Таджикистане даже стройки перешли на ночной режим работы. 40 градусов – это много. Без помощи, без языка, без образования. Как дети трудовых мигрантов выживают в Москве? Стать полноценными членами общества шансов у них почти нет. Мы пошли в школу, но нам там сказали, что для первых классов мест в этом году нет. Новые столкновения фанатов на чемпионате Европы. На этот раз русские и англичане дерутся насмерть в городе Лиль. Англичане публично топчут флаги России, россияне отвечают бейсбольными битами. Власти Франции тем временем ждут неизбежных терактов ИГИЛ. Неизбежно они перенесут свою деятельность на французскую землю. В Тбилиси вспоминают катастрофическое прошлогоднее наводнение, натворившее бед в городе и уничтожившее зоопарк и почти всех его обитателей. Горожане сегодня навещали выживших животных. Когда все случилось, мы созвонились с друзьями и сразу же поехали в зоопарк. Узбекистан без предупреждения закрыл границы со своими соседями. В течение 10 дней с 15 по 25 июня жители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана не смогут попасть на узбекскую территорию. Запрет коснулся также автомобильного, железнодорожного транспорта и даже некоторых авиаперевозчиков, сообщает портал Фергана Ньюс. Предположительно, такое решение было принято в связи с усилением мер безопасности во время проведения в Ташкенте юбилейного 15-го по счету саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В этом году присоединятся Индия и Пакистан. Единственное исключение узбекские власти сделали для жителей одного из анклавов, находящихся на территории Кыргызстана. Их будут пропускать через границу в обычном режиме. А для жителей самой узбекской столицы подготовка к саммиту превратилась практически в стихийное бедствие. За неделю до мероприятия перекопаны почти все центральные улицы, сносятся фонтаны, остановки общественного транспорта и магазины. Особенно это касается так называемых президентских трасс, по которым будут ездить высокопоставленные гости. Вы видите на этих кадрах, что в эти дни представляет собой центр Ташкента. Уже сейчас введены запреты на движение автотранспорта по многим улицам. А в дни саммита ШОС даже обычные перемещения граждан по городу будут сильно ограничены. Предполагается, что в узбекскую столицу не будут пускать даже частные легковые автомобили. Многие жители Ташкента уверены, что к началу встречи президентов власти так и не успеют привести в порядок разрытые городские улицы. Также в некоторых районах города власти спиливают все деревья и срезают балконы на фасадах домов, которые выходят на президентскую трассу. Как сообщают в социальных сетях жители города, их окна просто замазывают коричневой и синей краской. Изначально ташкентцам было обещано, что все изменения будут сделаны за государственный счет. Однако этого не произошло. Зато резко были повышены коммунальные платежи. Почти во всех центральноазиатских республиках 2 прошедшие недели стояла аномальная жара. В некоторых регионах столбик термометра поднимался до 50 градусов. Синоптики отмечают повышение температуры сразу на несколько градусов выше среднегодовой нормы. В этом году Рамадан опять совпал с жарким периодом. Особенно нелегко тем, кто держит сейчас пост. Анушервон Арипов о том, как переносят небывалый зной жители таджикской столицы. Большинство арыков Душанбе в этом месяце заполнены детьми. Даже родители не запрещают им резвиться в такой воде. Это единственная возможность перетерпеть 40-градусную жару. Многоквартирные дома из бетона не имеют теплоизоляции, а кондиционеры есть у незначительного количества жителей. В такой зной находиться в них тяжело. Кому не нужно на работу, проводят день в тени городских чинаров у воды. Так жарко, что даже дома оставаться не могу. У воды в тенечке сидим с подругами. Чем еще заняться? Внуки здесь купаются в арыке, а мы смотрим за ними.
Те же, кто работают, собираются в обеденный перерыв у фонтанов. Столичные власти запретили в них купаться, так что люди могут только посидеть у воды. Но и это помогает перенести обезвоживание, которое грозит постящимся в эту жару. 40 градусов – это много, поэтому в обеденный перерыв у фонтана сижу, отдыхаю. Так как пить воду днем нельзя, душанбинцы идут на хитрость. Многие носят с собой пульверизаторы и спреи. В Рамазан только вот этот пульверизатор и спасает меня. В некоторых мечетях в Рамазан даже во дворах установлены большие вентиляторы, чтобы как-то облегчить намаз молящимся. Практически все строительные фирмы перешли на ночной график работы, чтобы избежать несчастных случаев с ослабевшими от строгого поста и высокой температуры воздуха рабочими. А мэр столицы распорядился, что все кафе и рестораны должны работать в обычном режиме. Но несмотря на это, около половины из них открываются только под вечер, ближе к разговению. Из-за 40-градусного зноя у многих пожилых людей начались проблемы со здоровьем, вынуждающие их прервать пост. Но Минздрав страны официально об этом не говорит. Практически 13 дней в республике наблюдалась очень жаркая погода, причем такая высокий фон температуры ожидался не только в долинах и потом наблюдалась, но и также в горных районах. Такая температура воздуха не только продержится до конца июня, но и, как обещают синоптики, поднимется еще на несколько градусов в последние дни поста в июле. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Как живут в условиях российских многомиллионных мегаполисов дети трудовых мигрантов? Без языка, без медицинской помощи, без образования. Для них закрыты двери школ и детских садов. Из-за низких зарплат родители не могут обеспечить им даже минимальные условия жизни. Как выходцы из Кыргызстана справляются с детскими проблемами в Москве? В репортаже Джибек Бегалиевой. Детский сад на дому Махаббат устроила после того, как родила сама. Вместе с собственным сыном она теперь присматривает и за детьми земляков. Сегодня это 4-месячный младенец. Чтобы просто так не сидеть с ребенком, я стараюсь заработать денег. За этого ребенка дают 700 рублей. С 8 утра до 12 вечера. Его мама работает поваром. Впрочем, иногда мигранты на свой страх и риск просто оставляют малышей дома, в заперти. Платить нянькам не все из них могут. Я дала объявление через интернет. Они звонят, мы договариваемся о цене. Устроить ребенка в садик для многих кыргызстанцев в Москве вообще роскошь. Даже если на это найдутся средства, мест в дошкольных образовательных учреждениях обычно не бывает. В садик он тоже не ходил. Когда мы пошли, нам сказали: вставайте в очередь. Обещали позвать, когда до нас дойдет очередь. Но нам так и не перезвонили. А сейчас ему уже 6 лет. Теперь сына не берут и в школу. Мы пошли в школу, но нам там сказали, что для первых классов мест в этом году нет. Скорее всего, мой сын уже не пойдет в этом году на учебу. Впрочем, в московскую школу мальчика все равно, скорее всего, не возьмут. Он совсем не говорит по-русски. Языковой барьер – главная причина, по которой кыргызские дети здесь не могут получить качественное образование. Я привела сына и дочь на курсы русского языка. Хочу, чтобы они выучили этот язык. Мы ходили в разные школы, но мест там нет. Я решила, пусть они сначала хоть немного научатся русскому. Говорить по-русски дети начнут через несколько месяцев, обещает педагог. Роза Адешева обучила грамоте, кажется, сотни мигрантов. За много лет филолог разработала даже собственную методику. Очень много приходит детей, которые вообще не знают русский. В первую очередь в ускоренном темпе они начинают учить буквы и бытовые слова. Как тебя зовут, откуда ты и прочие элементарные фразы. Научить их хорошему русскому за 3 месяца сложно. Некоторые привозят с собой детей-школьников, которые говорят только по-киргизски. Конечно, их не берут в московские школы. Таких языковых центров для кыргызов в Москве несколько, но не всем мигрантам они по карману. У других диаспор, например, азербайджанских или армянских, есть собственные образовательные курсы. Детей там обучают бесплатно. Такой же центр открывали и выходцы из Кыргызстана. Однако меньше чем через год его пришлось закрыть. Не было подходящего здания. Джибек Бегалиева, Лязат Такырбашева. Настоящее время. Далее в программе. Новые столкновения фанатов на чемпионате Европы. На этот раз русские и англичане дерутся насмерть в городе Лиль. Англичане публично топчут флаги России, россияне отвечают бейсбольными битами. Власти Франции тем временем ждут неизбежных терактов ИГИЛ. Неизбежно они перенесут свою деятельность на французскую землю.
Наступление возобновилось. Иракская армия теснит террористов в Фаллудже. Американский президент после стрельбы в Орландо заявил об увеличении воинского контингента США в Сирии и Ираке и своей готовности полностью уничтожить террористический халифат. Наша миссия состоит в том, чтобы уничтожить ИГИЛ. В Тбилиси вспоминают катастрофическое прошлогоднее наводнение, натворившее бед в городе и уничтожившее зоопарк и почти всех его обитателей. Горожане сегодня навещали выживших животных. Когда все случилось, мы созвонились с друзьями и сразу же поехали к зоопарку. Резко обострилась обстановка в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Оттуда сообщают о гибели 3 человек и ранениях 6 украинских военнослужащих. За минувшие сутки зафиксировано 50 взаимных обстрелов из тяжелых орудий. Обе стороны конфликта вновь обвиняют друг друга в нарушении условий прекращения огня. Подробности в репортаже Рейтер. Населенные пункты Авдеевка, Марьинка и ряд других остаются в числе самых горячих точек в Донбассе. Перестрелки здесь происходят едва ли не каждый день, несмотря на заключенное 4 месяца назад соглашение о прекращении огня. Украинские военные называют Авдеевку вторым Донецким аэропортом, а ее защитников, так же как участников обороны ДАП, киборгами. В понедельник штаб антитеррористической операции сообщил о 6 раненых украинских военнослужащих. Погибших за сутки не было. На прошлой неделе в результате подрыва грузовика на противотанковой мине погиб 1 украинский военнослужащий и 7 были ранены. Боец 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины по имени Роман говорит, что огонь по их позициям ведется из всех видов оружия. Четвертые сутки подряд. Это постоянно. Из танков, из гаубиц, из минометов 120-х и 82-х. Постоянно кроют. До этого из автоматов, пулеметов стрельба была. 4-е сутки что-то они взялись очень сильно. Огонь, по словам украинского командования, ведут вооруженные пророссийские формирования самопровозглашенной ДНР. Эти последние утверждают, что от артиллерийского огня со стороны украинских сил погибли 2 мирных жителей в селе Октябрь под Донецком. Они говорят о систематических обстрелах жилых кварталов украинскими военными. По данным украинской стороны, погибли 4 и ранены 3 человека из подразделений ДНР. По заявлению ОБСЕ, ни одна из сторон, вопреки обязательствам, не завершила полностью отвод тяжелых вооружений от линии разграничения в Донбассе. Чемпионат Европы по футболу во Франции бьет все рекорды по массовым столкновениям между болельщиками. Эти столкновения все больше напоминают настоящие бои. Эпицентр драк футбольных хулиганов переместился из Марселя в город Лиль, куда съехались тысячи фанатов сборных России и Англии. Там уже произошло несколько крупных драк. Полиция и власти пытаются справиться с распоясавшимися болельщиками, но пока получается не очень. Даже несмотря на введенный запрет на продажу любого алкоголя. Вы видите, как английские болельщики публично топчут флаг Российской Федерации на глазах у фанатов из России. Их ответная реакция не заставляет себя ждать. В Лиле уже разгромлены несколько кафе. Некоторые участники драк получили травмы. Полиция заявляет о конфискации у россиян бейсбольных бит. В соцсетях российских болельщиков распространяются фотографии англичанина, подтирающегося государственным флагом России, и призывы отомстить. Лильская полиция уговаривает российских болельщиков не выходить на улицы с государственной символикой, так как, по мнению полицейских, в этом случае они не могут гарантировать полную безопасность. Напомним, что сборная России уже была условно дисквалифицирована УЕФА, и любая выходка ее болельщиков на стадионе приведет к тому, что российские футболисты будут вынуждены собирать чемоданы. Тем временем сразу нескольким десяткам болельщиков россиян может быть предъявлено обвинение в убийстве. Накануне французская полиция блокировала автобус с российскими фанатами. Однако те категорически отказались выходить и предъявлять документы. Все они, включая водителя, были арестованы. Параллельно с этими событиями из Марселя пришло сообщение, что в одной из больниц врачи констатировали смерть мозга у пожилого болельщика из Великобритании. Он получил несовместимые с жизнью травмы во время драки с группой российских фанатов. Полицейские считают, что к этому убийству причастны именно пассажиры задержанного автобуса. Сейчас задержанных россиян отправили в Марсель на опознание.
А это новое видео из Марселя, которое распространяет Рейтер. На нем атака российских футбольных хулиганов на болельщиков из Британии. Как вы видите, толпа бежит, сметая все на своем пути. Всех встречных фанаты сбивают бутылками и железными прутьями. Между тем, драки фанатов – это не единственные массовые столкновения, происходящие сегодня во Франции. Париж по-прежнему охвачен сражениями между левыми профсоюзами и столичной полицией. И с началом футбольного чемпионата рукопашные бои только усилились. Спецназ применяет против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Вы как раз видите кадры последних столкновений. К левым профсоюзам, требующих отмены поправок в трудовое законодательство, присоединились авиадиспетчеры и железнодорожные рабочие. В результате сообщение между некоторыми регионами Франции и столицей опять было прервано. Власти Бельгии заявили, что террористическое исламское государство подготовило целую серию терактов на территории страны и соседней Франции. По информации бельгийских спецслужб, несколько групп террористов уже прибыли в Европу из Сирии и уже получили оружие и взрывчатку от своих сообщников. По мнению бельгийских властей, избежать терактов не удастся при самом благоприятном исходе антитеррористической операции. Информацию бельгийцев подтвердил и премьер-министр Франции, который объявил гражданам своей страны, что война с террором будет долгой. Бой будет долгим. Сейчас он идет в зоне боевых действий в Сирии и Ираке, где сегодня террористы отступают. Неизбежно они перенесут свою деятельность на французскую землю. Радикализация является массовым явлением. После массового расстрела в Орландо, в ходе которого погибло 50 человек и 53 были ранены, к американской нации обратился президент США Барак Обама. Он заявил, что в ближайшее время военное присутствие Америки в Сирии и Ираке будет вновь усилено, и главной целью американского правительства станет полное и скорейшее уничтожение террористического халифата ИГИЛ. Наша миссия состоит в том, чтобы уничтожить ИГИЛ. За последние 2 месяца мы совершили ряд шагов, чтобы усовершенствовать нашу стратегию борьбы. Это по-прежнему тяжело, но мы делаем успехи. Дополнительные части спецназа были посланы на помощь тем, кто сражается в Сирии. Наши советники в Ираке будут работать еще в более тесном контакте с иракскими спецслужбами. Мы усилим наши вертолетные и самолетные атаки и отправим еще больше военной помощи на север Ирака. Приложение для смартфонов, автором которого стал голландец марокканского происхождения, позволит оценивать деятельность каждой мечети и ее имамов, в том числе и на предмет пропаганды терроризма. Сейчас это изобретение набирает все большую популярность в самих Нидерландах и других европейских странах. Наши коллеги из «Голоса Америки» об общении с имамами онлайн. 39-летний Мухаммед Моуман называет свое приложение «Минбар», что в переводе означает «трибуна». Оно позволяет прихожанам мечети оценивать имамов и их проповеди. Мухаммед говорит, что это может полностью изменить общение между мусульманами и их имамами. Эта платформа поможет сделать отношения между имамами и их последователями более близкими. В свою очередь, позволит имамам лучше понимать, что происходит в обществе. С помощью приложения пользователи могут найти свою мечеть, посмотреть, сколько лайков она собрала, какие отзывы были оставлены об имаме, а также оставить свои собственные комментарии. Идея его создания появилась у Мухаммеда, когда он был в мечети. У него возник вопрос, но он понял, что не может просто поднять руку и попросить имама объяснить ему что-либо. Мне также было неудобно подойти к имаму и поговорить с ним лично. Я пытался придумать способ задать вопрос так, чтобы другие тоже смогли узнать ответ. Именно тогда я и подумал о приложении, чтобы имам смог прочитать сообщение позже. Мухаммед считает, что его приложение можно использовать для борьбы с джихадизмом и радикализацией. Он говорит, что многие молодые люди приобщаются к таким радикальным идеям, которые распространяет ИГИЛ через интернет. ИГИЛ и другие радикальные экстремистские группировки активно используют социальные сети для вербовки. Но мы можем способствовать созданию антиджихадистской социальной сети, призывая людей бороться с более интеллектуальной формой джихадизма с помощью нашего приложения. Эксперт по теологии ислама Хасан Эль-Бакали считает, что обратная связь очень важна. Мне кажется, очень важно получать отзывы. Они позволяют понять, нужно ли что-либо изменить и хочет ли общество обсуждать какие-либо конкретные темы и проблемы. Стараясь расширить приложение, Мухаммед недавно начал краудфандинговую кампанию для финансирования проекта.
В Тбилиси вспоминают трагические события прошлого года, когда в грузинской столице произошло сильное наводнение. Селевые потоки затопили один из центральных районов города и практически полностью уничтожили зоопарк. Стихийное бедствие признали одним из самых масштабных за последние 100 лет. На борьбу с его последствиями ушло несколько месяцев. Жители Тбилиси и первые лица страны собрались в эпицентре прошлогодней трагедии. Теперь на этом месте сквер и монумент памяти погибшим. Рассказывает Звиат Чедлишвили. 1000 зажженных свечей на одном из участков так называемой новой трассы, дороги, связывающей два центральных района грузинской столицы. Ровно год назад, в ночь с 13 на 14 июня, на этом месте погибли люди. Зажатые в ущелье реки Вере, они попросту не успевали покинуть свои автомобили. Настолько стремительными и внезапными были потоки воды, достигавшие порой нескольких метров в высоту. Этой ночью, как и год назад, новая трасса вновь перекрыта для автомобильного движения. Здесь, у небольшого сквера, разбитого в память о погибших, собрались жители Тбилиси и первые лица страны. Это место – символ памяти жертв стихии. Отсюда разрушительные потоки воды обрушились на город. Теперь здесь посажено 23 дерева. Именно столько людей мы потеряли в те страшные дни. Это самая большая наша потеря. Все остальное нам удалось восстановить. Достоверно известно о 21 погибшем. Еще 2 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Их тела так и не смогли отыскать. 60 семей в те дни лишились крова. Всего пострадали более 800 человек. На восстановление инфраструктуры понадобилось почти полгода и около 50 миллионов долларов. Тем не менее, без жилья пока еще остаются 5 семей. Один из эпицентров бедствия пришелся на Тбилисский зоопарк. Расположенный в ущелье реки Вере, он оказался почти полностью затоплен. Погибли до 300 питомцев, причем далеко не все стали жертвами стихии. Некоторым животным удалось самостоятельно выбраться из вольеров на волю. Правда, всего на несколько часов. Часть зверей усыпили, часть расстреляли. Одним из символов тех дней стал бегемот, сбежавший из зоопарка и уныло бродивший в центре Тбилиси. Когда рассвело, зрелище приняло наиболее ужасный вид. Я огляделся вокруг и не поверил своим глазам. Всюду были погибшие животные, в крови и грязи. Зверинец функционирует и сегодня, но готовится к переезду на новое, более просторное, а главное безопасное место. Наводнение в Тбилиси, признанное одной из самых масштабных стихийных катастроф новейшей истории страны, стало также символом гражданской солидарности. Тысячи добровольцев проводили на месте бедствия все свое свободное время, помогая спасателям разбирать завалы. Некоторые таксисты в те дни отказывались брать деньги с клиентов. Я организовал так называемое бесплатное такси, помогал волонтерам добираться до места катастрофы. Думаю, в этом нет ничего особенного. Когда все случилось, мы созвонились с друзьями и сразу же поехали к зоопарку. Там уже собирались люди. Другого такого выражения солидарности и поддержки в Грузии я, признаюсь, не помню. Наводнению в Тбилиси предшествовали сильные дожди, которые продолжались несколько дней. Позже специалисты выяснили, что обильные осадки спровоцировали сход оползня. Сель перекрыл русло реки Вере и вызвал скопление воды в одном месте, которое в итоге прорвало барьер и устремилось в город. На месте были проведены укрепительные работы. Позже, спустя 8 месяцев после трагедии, в стране была создана комната по контролю за кризисными ситуациями, специалисты которой в круглосуточном режиме наблюдают за так называемыми зонами риска. Звиатом Чедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.